Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшукшара, в студии Фатима Джопуа. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Врачи из России второй день бесплатно принимают пациентов в Галле. Их впечатления в нашем выпуске. В Сухуми стартовал гастрономический фестиваль. Это первое мероприятие в рамках трехдневных народных гуляний в столице. В Сухуми открылась инклюзивная набережная, где люди с ограниченными возможностями могут комфортно отдыхать и проходить реабилитацию. В проекте учтены все современные стандарты доступности. Второй день в Центральной районной больнице города Гал ведут прием российские специалисты. Приезд в Абхазию узкопрофильных медиков из России организовали Министерство здравоохранения, команда Абхазии, общественная организация «Народный фронт» и администрация города Гал. 5 августа больницу посетили министр здравоохранения Эдуард Бутба и представители Народного фронта. Они пообщались с коллегами и узнали, как проходит работа. Специалисты пробудут в районе до 8 августа включительно. По согласованию с медиками Галского района мы выявили потребности в наиболее востребованных специальностях медицинских, то есть по тем проблемам, которые наиболее актуальны в сфере здравоохранения в Галском районе, и определили профильных специалистов, которые необходимы в первую очередь. В дальнейшем мы обратились к нашим друзьям из Народного фронта и при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазии, при поддержке представителей Народного фронта, при поддержке руководства Галского района был организован медосмотр населения Галского района профильными специалистами по наиболее актуальным направлениям. Сегодня мы видим, что организован осмотр населения. Население очень активно вовлеклось в эту работу, и в дальнейшем мы предполагаем, что и жители близлежащих районов, не только Галского, но и Очимчетского и Творчалского, также смогут беспрепятственно попасть и получить необходимые медицинские консультации. И, как уже было определено, в дальнейшем по установленным диагнозам будет оказываться дальнейшая медицинская помощь как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами. Данный медицинский десант состоит из узкопрофильных специалистов, да? Они высокого уровня специалисты. И вот мы, как сейчас видели, на входе в больницу мы уже видим благодарные глаза этих пациентов. Поэтому это все не зря. Дружба, она должна иметь место быть, да? Потому что врачи они имеют возможность не только приехать сюда и провести свою помощь, но и также дистанционно, да? Участвовать в консилиуме, да? В определении диагноза и решения данных проблем. Как вам работается? Хорошо работает. Все хорошо? Вы уже второй день ведете прием, правильно? Да. Есть пациенты? Есть. Количество пациентов увеличивается, есть непростые. И есть пациенты, которым требуется коллегиальный подход. Все вместе с коллегами обсуждаем, друг другу перенаправляем, следуем. Все хорошо? Да. Ну, хорошо. Спасибо. Мы с коллегами очень рады находиться здесь, оказывать помощь, обмениваться опытом. Нас очень хорошо здесь встретили, нам помогает весь коллектив больницы. И на самом деле я приятно удивлена, насколько здесь хорошо все организовано и насколько хороший у вас коллектив. Спасибо большое за эту возможность. В Центральной районной больнице города Гал проводят осмотры отоларинголог, маммолог, онколог, гинеколог и уролог. Профосмотры проходят бесплатно, и каждый желающий может прийти на консультацию. О том, как проходил прием пациентов в первый день, в материале наших коллег из Гал Медиа. 4 августа в Центральную районную больницу города Гал прибыли врачи из Российской Федерации. В рамках благотворительной акции они проводят диспансеризацию для местных жителей. Прием продлится до 8 августа. Начнем с того, что, как сказал Борис Анатольевич, мы уже давно дружим. И как только мы обратились с вопросом о том, что нам требуются определенные специалисты с определенными оборудованием для осмотра населения Гальского района, Борис Анатольевич, а также Народный фронт сразу же отозвались, пошли нам навстречу, подобрали нужный контингент специалистов, и как раз с сегодняшнего дня они начинают осмотр
населения Гайского района и ближайших регионов. Диспансеризация узких специалистов, при помощи узких специалистов она уже начата. Да, все специалисты высокой квалификации, высокого уровня. Поэтому я думаю, что свой вклад в оказание современной медицинской помощи населению Гальского района и ближайших округов они бессловно внесут. Поэтому все, что от нас требуется, мы сделаем. И я думаю, что еще и будем продолжать делать. У меня комбинированная профессия. Я и онколог, и мамолог, и УЗИ-диагност. Это основные моменты, которые здесь, наверное, востребованы. Вот с этими профессиями я и помогаю населению. Некоторые пациенты даже издалека приехали сюда, зная, что мы приедем помогать, консультировать. И одна из пациенток приехала совсем не зря. Так что первый день, я считаю, очень даже плодотворным. Я занимаюсь лечением проблем мочевыделительной системы, как у мужчин, так и у женщин. Некоторые пациенты ошибочно думают, что врач-уролог – это только мужской врач, но это не так. У женщин точно так же есть патологии мочевыделительной системы. Сегодня посещаемость еще не очень большая. Скорее всего, это связано с тем, что еще не все пациенты знают, что у них на этой неделе есть такая замечательная возможность прийти к доктору, поделиться своими проблемами, получить помощь и лечение, поэтому всех ждем. Российских медиков принял глава администрации Галского района Константин Пилья. Он поблагодарил врачей за профессионализм и проводимую работу. Мы, в первую очередь, хотим поблагодарить, что вы нашли время и приехали к нам в район. У нас эти направления. Как главврач как-то справляется, но это не тот уровень. И мы очень рады, что сегодня такую помощь оказываете. Я думаю, что наша встреча не последняя. Сейчас мы как раз все те моменты, которые нужны будут для этой диспансеризации, тоже постепенно это все выявится, и уже к этому процессу более или менее подготовлены будем. Нас очень тепло встретило руководство клиники, потрясающий персонал, нас очень все поддержали. И это, правда, очень приятно работать. Мы работаем очень приятно. Спасибо. Как говорит статистика, подобные акции особенно значимы для небольших населенных пунктов, где доступ к специализированной медицинской помощи может быть ограничен. Ведь диспансеризация – это не просто проверка здоровья, это забота о будущем людей. Рада Цулугия, Борис Цасво, Александр Хуторов, ГАЛ Медиа. Программы капремонта и реконструкция объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры в числе ключевых приоритетов руководства страны. Глава правительства Владимир Дылба обсудил работы, подлежащие финансированию в текущем году за счет средств республиканского бюджета с начальником управления капитального строительства Демиром Гамисоня и гендиректором госкомпании Апснергылара Русланом Тванба. Премьер-министр обратил внимание на важность соблюдения качества выполняемых работ, сроков и требований государственного заказчика. В Гулрыбском районе вручили награды родственникам бойцов, погибших на Донбассе. За проявленное мужество и самоотверженность Владимир Тумак посмертно награжден медалью «За отвагу». Роман Нерсисян и Олег Беби посмертно награждены медалью «За боевое содружество». Награды семьям погибших передал военком Гулрыбского района. Промсвязьбанк назвал 3 основных правила защиты от мошенников. Первое правило. Цифровая гигиена. Необходимо скачивать приложение только с официальных площадок и навсегда отказываться от перехода по сомнительным ссылкам. Мошенники мастерски создают сайты и ящики-двойники. Ловушками оказываются также онлайн-акции и опросы с обещаниями легких денег. Второе правило. Проверка любой информации. Нельзя доверять звонкам с незнакомых номеров. При звонках из банка от мобильных операторов и государственных структур нужно дополнительно уточнять все, что сказали по телефону. Необходимо помнить, официальные организации и ведомства не связываются с гражданами в мессенджерах. Если такой звонок поступает, 100% звонят мошенники.
И третье. Защита персональных данных. Нельзя отправлять копии документов, удостоверяющих личность, а также данных банковской карты через мессенджеры. Не озвучивайте персональную финансовую информацию в телефонных разговорах. Не заполняйте анкеты, присланные сторонними организациями и лицами. Нельзя вводить паспортные, банковские и другие личные данные на неофициальных ресурсах. Промсвязьбанк настоятельно просит не доверять звонкам с незнакомых номеров, проверять информацию о якобы совершенных финансовых операциях. Это можно сделать по короткому номеру 4444. Звонки принимаются круглосуточно. Номер доступен для звонков с мобильного телефона с территории Республики Абхазия. На площади Багапша, в самом сердце столицы, открылся гастрономический фестиваль. Это первое мероприятие в рамках народных гуляний, которые пройдут с 5 по 7 августа в Сухуми. Что интересного ждет жителей и гостей республики, расскажет Шазина Ханагова. Сердце Сухума бьется громко и ярко. Здесь начинается настоящий праздник вкуса, традиций и гостеприимства. Площадь имени Сергея Багапш превратилась в центр кулинарного волшебства. Вокруг фонтана разворачивается масштабное абхазское застолье. Ведущие шефы страны демонстрируют свое мастерство, превращая простые ингредиенты в изысканные шедевры. Гости с восхищением наблюдают, как прямо на их глазах появляются свежайшие черноморские устрицы, сочная барабулька, ароматный айлач, национальное блюдо, хинкали, шашлыки и пышные хачапуры. Жареную барабулю, жареную ставритку и всю черноморскую рыбку, которую мы сами ловим, замораживаем и также готовим. Сейчас я подготавливаю барабулю к жарке, чтобы она покрылась нежной хрустящей корочкой и придала ей особый вкус. Вы готовите по какому-то особенному рецепту? Фирменный рецепт, который не раскрывается. Первый раз участвуете в фестивале? В фестивале, да, первый раз. Какие эмоции? Впечатление, настрой великолепный, очень все хорошо, красиво, нравится. Надеемся, первый, но не последний раз мы здесь. Мы представляем Абхазское Бзым, Гагра. У нас сегодня абхазская кухня. Говядина по-абхазски, баранина, козлятина копченая, говядина копченая, баранина копченая, мамалыга, фасоль по-абхазски. Абхазский стол, асызбал. Мясо по-абхазски и перепелки. Перепелки дикие. Мы готовим плов узбекский. Мы с ребятами, три шефа из Гагры, сколотили свою банду. Маленькая такая банда пока что. Владислав, Сергей и Рамис. Все мы шефы, и сегодня мы представляем узбекский плов в лучших его традициях, но на территории Гагры, используя локальные продукты. Также мы предлагаем к плову традиционный узбекский салат ачучук, тоже из локальных продуктов, которые произрастают на территории Абхазии. Рис, нут, морковь, лук, говядина. Для салата мы используем, получается, помидор, огурец и болгарский перец. Ну, соответственно, из того, что не смогли мы, грубо говоря, найти локального, это специи, потому что они очень аутентичны и очень локальные, именно оттуда, с Узбекистана. Особое место на фестивале занимает символ лета и щедрости абхазской земли – 6 тонн спелых, сочных арбузов, которые радуют своим вкусом и свежестью всех участников праздника. Сегодня я в качестве волонтера помогаю с нарезкой арбузов, а также их продажей на гастрофестивале в нашем городе. Кто тебе в этом еще помогает? Здесь со мной мои коллеги. Одна занимается с оформлением арбузов, а другая с их записью. Арбуз пользуется спросом среди посетителей фестиваля? Да, у нас здесь целых 3 арбузных стойки, и каждым подходят люди. Ты уже сколько успел нарезать арбуза? Так, сейчас где-то 3 у меня по счету. Большой Сухумский гастрофестиваль – это не просто праздник еды, это настоящее гастрономическое путешествие, объединяющее людей, традиции и культуру. Организаторы развивают теплую и дружелюбную атмосферу, чтобы каждый гость чувствовал себя частью большой и дружной семьи. Здесь каждый найдет что-то для себя, от тех, кто ценит классику абхазской кухни, до искателей новых вкусовых впечатлений. Я уверен, что сегодня будет очень вкусно. Желаю вам всем приятного аппетита. Спасибо за то, что вы пришли. Рекомендую вам
попробовать однозначно все блюда, которые будут сегодня представлены, в том числе и завтра, так как тут присутствуют элементы национальной кухни, в том числе разной культуры, которая находится и живет в Абхазии. Можете попробовать там также армянскую долму, узбекский плов, абхазскую кухню, можете попробовать черноморскую рыбу и также насладиться всеми другими аспектами, которые сегодня здесь расположены. Хотелось бы отметить, что для того, чтобы все сегодня это организовать так красиво, это большой труд большой команды. С нами здесь волонтеры. Я очень хочу попросить вас поаплодировать им. Это все очень молодые ребята, которые здесь в белых футболочках с надписью «Волонтер». Если вдруг мы что-то делаем не так, мы надеемся на ваше понимание. Здесь будет много вкусного. Сегодня первый день. Мы не на полную мощь сегодня раскрываем все свои сюрпризы. Хотим, чтобы вы попробовали вот такой тизер небольшой, да, того, что будет происходить завтра. Особое внимание уделяется развитию молодых талантливых шеф-поваров Абхазии. Фестиваль становится важной площадкой для тех, кто мечтает покорить вершины высокой кухни и готовиться к обучению в престижном институте гастрономии СФУ в Красноярске. Это шанс заявить о себе, обрести профессиональные навыки и вдохновение. Сухум живет и дышит гастрономией. Улицы наполняются смехом, запахами и радостью. Каждый день фестиваля – это новые открытия и впечатления, которые гости унесут с собой, чтобы вспоминать еще долго. Абхазская кухня открывает свое сердце всем, кто готов ценить ее традиции и красоту, становясь частью удивительного культурного наследия. Абхазскую кухню, вообще я уже это пробовала, я не первый раз в Сухуми, вообще в Абхазии. Очень люблю абхазскую кухню, мамалыгу, мясо, лодочки, все сухумское люблю, абхазское. Аромат манит? Очень. Армянская у нас еда, решили попробовать. Какая именно армянская? Долма, сыр, мясо. Вот. Классика Кавказа. Как вам на вкус? Немного сыр соленый, не очень привычно для нас, а в целом очень вкусно все. Вот, поэтому еще планируем пройтись, обязательно арбуз попробовать. Я успел попробовать плов и салат. Было все очень вкусно. Абхазия уверенно входит в пятерку самых востребованных туристических направлений августа по объему продаж туров. Республика занимает почетное 4-е место, уступая только Турции, Египту и популярным российским курортам. Значительную роль в этом успехе играют масштабные гастрофестивали, которые привлекают все больше гостей, стремящихся познакомиться с уникальной абхазской кухней и культурным наследием. Подобные мероприятия становятся настоящими магнитами для туристов и серьезно укрепляют положительный имидж республики. Шазина Ханагу, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. На 6 августа в Сухуми запланирована насыщенная программа. В 18 часов в Сухумской гавани пришвартуется первая более чем за 30 лет комета. В 13:30 в парке имени Когоня начнется фестиваль национальной кухни. А в 19 часов на площади Багапша продолжит работу гастрофестиваль. Ровно в 8 вечера в парке Когоня состоится праздничный концерт с участием абхазских и российских артистов. А в 9 на набережной торжественно запустит светомузыкальный фонтан. У молодых людей Абхазии есть перспектива обучиться интересной и востребованной профессии. С 1 по 4 августа проходил прием заявок на бесплатное обучение в Институте гастрономии Сибирского федерального университета. И уже 5 августа претенденты прошли отборочные испытания. Всего было подано 10 заявлений, из них только 5 человек станут студентами СФУ. Репортаж Аэлиты Арутюня. Для кого-то гастрономия – это возможность попробовать себя в новом начинании. А для Вероники Габилия, которая хочет пойти по стопам своих родителей и бабушки, это продолжение семейной традиции. Я всегда знала, что хочу связать свою жизнь именно с гастрономией. А когда недавно я узнала совершенно случайно, что есть такая возможность попробовать пройти собеседование именно на обучение в этом институте, я решила, что эту возможность нужно использовать на все 100%. Участники отбора ждут своего часа, чтобы пройти испытания и попасть в престижное учебное заведение. Несмотря на волнительное ожидание, кандидаты уверены в своих силах. Как я узнал недавно о поступлении в Сибирский федеральный университет, меня это очень сильно заинтересовало, потому что я был ранее заинтересован этим. Я решил попробовать. Волнение, конечно, есть. Готовился я чисто, скажем, морально, наверное, в большей части.
А так, конечно, волнуюсь, очень хочется поступить, потому что это давняя мечта, можно сказать так, и цель. И я сделал как бы первые шаги. 1 августа представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о старте приема заявок на бесплатное обучение за счет средств бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной правительством России на 2025-2026 учебный год в Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Такая возможность предоставлена гражданам Абхазии впервые. 5 кандидатов будут отобраны и будут учиться в одном из самых лучших, самых престижных вузов по этому направлению, по этой специальности. Вуз достаточно солидный, 4200 преподавателей, солидный профессорско-преподавательский состав, порядка 28 тысяч студентов. И мы надеемся, что абхазские граждане станут частью этой большой серьезной команды. И по окончании обучения мы надеемся, что они вернутся в Абхазию и смогут работать на благо народного хозяйства республики. Одна из целей Института гастрономии Сибирского федерального университета – создание инновационной образовательной среды, позволяющей профессионально обучать высококвалифицированных управленцев международного уровня для индустрии гостеприимства. Туристической Абхазии такого уровня специалисты особенно необходимы. Когда мы побеседуем с ребятами, с абитуриентами, поймем, как они относятся к профессии, посмотрим, насколько они заинтересованы, попытаемся выяснить, какие направления этого ремесла им интересны. И потом небольшой практический этап, буквально посмотрим, могут ли ребята держать нож в руках. Все это будет, такое 10 минут им на несколько видов нарезки будет дано. Посмотрим, как они справляются, и уже на основании собеседования небольшого такого практического задания примем решение, кто из ребят попадет на нашу учебную программу. Впереди юных поваров, прошедших испытания, ждут профессиональные шефы-преподаватели, насыщенные студенческие дни и новые знания, которые помогут творить собственные кулинарные шедевры. Айлита Арутюнян, Алексей Агухова, Абхазское телевидение. Фестиваль больших возможностей. Так охарактеризовал итоги участия абхазской делегации в международном фестивале Таврида режиссер, сценарист Тимур Квикискири. Кроме того, у абхазского кинематографа появились новые интересные возможности. Гундашоуа расскажет подробнее. Среди многочисленных летних фестивалей России особенно выделяется мероприятие Таврида Арт. Это уникальная площадка, где собираются деятели разных видов искусства – архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры. Фестиваль представляет собой креативный кластер, в котором опытные начинающие творцы общаются, генерируют новые идеи, обсуждают текущие и будущие проекты. Программа фестиваля охватывала 5 ключевых направлений – музыкальное искусство, театральное мастерство, изобразительное искусство, кинематограф и зрелищное шоу. В этих направлениях могли проявить себя и участники из Абхазии. Президент Абхазии Бадра Гунба вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко принял участие в арт-шествии, посетил Дом Абхазии, открывшийся на территории Тавриды, где встретился с участниками фестиваля из нашей страны. Сценарист и режиссер Тимур Квикискири входил в делегацию из Абхазии. Он рассказал, что фестиваль стал не только площадкой для демонстрации творческих достижений, но и местом для обмена опытом, установления новых контактов и вдохновения на будущие свершения. С Бадром Зурабовичем, с нашим президентом, и у нас была двусторонняя встреча с Сергеем Владимировичем Кириенко и с представителем компании «Ири», в общем, где обсуждались вопросы как раз абхазского кинематографа, где обсуждались вопросы о том, как его развивать, что нужно для этого сделать, и в будущем было обговорено некоторые направления, темы, которые мы должны будем развивать и как-то, так скажем, синхронизировать с российской стороной, для того, чтобы российские компании могли сюда
приезжая сотрудничать именно с абхазскими компаниями. Также Тимур Квиквискири отметил, что Абхазии есть чем привлечь представителей киноиндустрии. Живописные пейзажи, теплое море и мягкий субтропический климат позволяют проводить здесь съемки круглый год. При этом для работы не нужны декорации. Их заменит уникальная природа страны. Этого мы обсуждали вопросы недалекого совсем будущего, так скажем, вот буквально этого года. Впервые за всю историю абхазские кинематографисты могут напрямую участвовать в грантах, на получение грантов, то есть написать сценарий, подать заявку в компанию «Ири» и получить грант на съемку сериала. Вот. Сериал будет сниматься не просто на территории Абхазии, а будет про Абхазию. Между молодежью России и Абхазией складываются тесные и дружественные отношения. И фестиваль Таврида Арт служит ярким тому подтверждением. Этот масштабный форум, ежегодно собирающий тысячи молодых и талантливых людей из разных уголков России и зарубежья, стал и важной площадкой для укрепления культурных связей и развития молодежного сотрудничества между двумя странами. Кунда Шоуа, Камила Джопо, Абхазское телевидение. В живописной местности близ древнего храма в селе Бедия фестиваль Хибла Гирзмава приглашает и завершил свою работу в Абхазии. В программе прозвучали известные произведения классической музыки. Вместе с Хиблой Гирзмава на сцену вышли заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гадели, трубач Евгений Кондратьев и трио «Янай». Специально для концерта на вершину горы привезли орган. Всего в рамках фестиваля запланировано более 20 концертов в городах России и других стран. Финал фестиваля состоится в Стамбуле. Совершенно феноменальное ощущение от места. Я к своему стыду впервые тут. Вот. А место совершенно потрясающее и очень необычное ощущение играть в таком антураже. Это просто что-то такое переворачивающее, какие-то представления о том, что ты должен делать на концерте. То есть совершенно по-другому мыслишь. Я себе представить не мог, что я смогу стоять на одной сцене с нашей Хиблой Гирзмава. Для меня это большая честь, так же, как и для ребят, естественно. В таком священном месте сегодня спеть, на мой взгляд, прошло все очень даже хорошо. И мы просто очень рады этому событию. Лучшая в мире дипломатия детская и создать детям условия для развития общения и налаживания контактов – задача взрослых. Чтобы обсудить вопросы детского сотрудничества, в республику прибыла вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. В сопровождении министра просвещения Ханны Гунба она побывала в Сухумском многоотраслевом колледже, где знакомилась с перечнем представленных здесь специальностей. Затем Ирина Потехина и вице-президент Абхазии Беслан Бигвава посетили Чемчирскую 4-ю среднюю школу. Обсуждалась возможность организации на базе отдыха школы летнего лагеря для детей.
Очевидно совершенно, что наши дети должны дружить. Потому что все, что начинается в детстве, все потом сохраняется на всю жизнь. Поэтому, конечно, мы очень хотим, чтобы дети Петербурга и дети Абхазии с самого раннего возраста начинали общаться. И чтобы мы к вам приезжали в гости, и чтобы ваши дети к нам приезжали. Нам есть точно чем поделиться. Мы обсуждали сейчас с Бесланом Владимировичем разные варианты сотрудничества, что бы это могло быть. Это может быть, мы принимаем ваших детей Абхазии в Петербурге на каникулы, наши петербургские дети приезжают сюда. У этого, конечно, очень много обстоятельств, с которыми нам нужно еще будет поработать, но то, что детская дипломатия, самая лучшая дипломатия, это вопрос очевидный, и мы будем стараться в самое ближайшее время находить какие-то варианты вот этого детского сотрудничества. И школы должны между собой дружить, и колледжи должны дружить. Я вот предложила директору колледжа уже прямо сейчас, например, группу ребят принять на практику в Петербургский колледж, в котором точно такая же специализация. У нас есть очень современный колледж, который тоже готовит поваров, вообще для индустрии гостеприимства готовит специалистов. То есть начинать можно с каких-то малых форм и потом постепенно уже двигаться дальше. Вот я очень рада, что сегодняшняя такая встреча и такое знакомство с системой образования у нас начался. Вот. Нужно, конечно, какое-то время для того, чтобы вот эти механизмы найти, но нам есть куда двигаться. В городе Гал прошел семинар под названием «Культурный код Абхазии. Технологии искусственного интеллекта в социальном проектировании». Мероприятие было организовано по инициативе финалистов конкурса «Команда Абхазии» при поддержке IT-школы STEM Lab в Сухуми. Это первый семинар проекта в самом восточном городе Абхазии. Темы семинара охватывают основы работы с нейросетями, принципы применения технологий искусственного интеллекта в образовательных и социальных проектах, а также творческую практику создания визуальных работ с помощью нейросетей на тему культуры и традиций Абхазии. Проект в Галском районе реализуется при поддержке главы администрации района Константина Пилия и финалиста конкурса «Команда Абхазии» Леона Коварчия. Мы решили приехать в самый отдаленный восточный регион, чтобы обучить школьников, студентов искусственному интеллекту, показать его прелести. Мы ожидаем от этого проекта ознакомления с искусственным интеллектом людей. И как итог мы сделаем плакаты на тему ЗОЖ и на тему культурных особенностей Абхазии. В рамках проекта «Доступная страна души» состоялось торжественное открытие инклюзивной набережной, что стало важным событием для развития инфраструктуры и повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором проекта стала финалист конкурса «Команда Абхазии» Руслана Гергидава. Новая набережная оборудована с учетом принципов инклюзивности. Пандусы деревянные, настил, специализированные шезлонги, спасательные жилеты, коляска-амфибия для купания в море, специальные зоны отдыха, информационные указатели позволяют людям с различными возможностями комфортно пользоваться этим пространством. Проект по созданию инклюзивной набережной был поддержан Общероссийским народным фронтом и администрацией города Сухум. Который будет и дальше развиваться большими темпами на территории нашей страны. Без поддержки государственных структур Республики Абхазия, без поддержки прекрасного народного фронта у нас бы сегодня ничего не получилось. И самое главное, друзья, мы сегодня в рамках данной набережной показываем пример, что инклюзия — это не только инфраструктура, инклюзия — это не только пандусы, инклюзия — это очень большой смысл, который мы должны в первую очередь закладывать в государственную структуру нашего общества. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы здесь с вами находимся не просто так.
мы здесь находимся для того, чтобы вас слышать и вас услышать. Поэтому я надеюсь, что данная набережная станет большим шагом к будущему безбарьерному миру на территории нашей прекрасной республики Абхазия. На Крымском мосту образовалась рекордная пробка длиной в 35 километров. По оценке специалистов у наших соседей, этот сезон может стать самым успешным за последние 5 лет. Загрузка официальных отелей и санаториев сейчас достигает 96-98%. Между тем, Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений у туристов на август 2025 года. Причем находится на 4-м месте, сообщила Ассоциация туроператоров в России. Лидерство удерживает Турция почти 38,5%. За ней следует Египет более 16% и Россия порядка 14%. Объединенные Арабские Эмираты на почетном 5-м месте. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в среду, 6 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сохранится удушливо жаркая погода. Ночью местами возможен слабый дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 25-30, температура морской воды плюс 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.